Игорь Леонидович Кызласов является человеком, ломающим привычные представления об археологе как узком специалисте, говорящем на непонятном языке. Огромный опыт полевой работы, потрясающая эрудиция и аналитический ум позволили ему реконструировать важнейшие сюжеты истории Евразии, Южной Сибири и тюркоязычных народов. Он всегда следовал девизу своих учителей, что археология – это история, вооруженная лопатой. Сначала эмпирика, затем теория, но никак не наоборот. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН, почетный доктор Евразийского национального университета имени Гумилева, почетный доктор Башкирского государственного университета, заслуженный деятель науки Республики Хакасия Игорь Леонидович Кызласов удивительно прост и деликатен в общении, традиционно искрометен, иногда парадоксален в своих эвристических, но строго научных построениях, как и подобает настоящему мыслителю. Мы записали интервью Игоря Леонидовича Кызласова во время его пребывания в Уфе в июле 2021 года по случаю научной сессии по этногенезу башкир и форума краеведов Республики Башкортостан, которое, дополнив собственными комментариями, представляем вашему вниманию. Я во втором поколении занимаюсь делом своего батюшки. Конечно, надо сказать, что внутри семейного никакого давления не было. Наоборот, мне была предоставлена, так сказать, полная свобода. И до некоторых старших классов я очень увлекался биологией, в частности, птицами. И собирался я на биофак. В неполные 16 лет попал в экспедицию под Москву. И все так оказалось интересно. И что я совершенно естественным образом увлекся этим делом. В том же году во вторую экспедицию я попал на Украину, другой материал, уже не курганы, уже поселения раннего времени. Вот. И это постепенно привело к тому, что когда на следующий год Романович поехал уже в Хакасию, на Енисей, то он уже и меня взял. И откопав там пару месяцев, Леонид Романович повез, показал родовые места Кызласовых. Во-первых, край красивый, очень. Ну, а во-вторых, материал интересный. Там большая крепость, мы начали работать на захоронениях в большой крепости. 25 километров каменных стен. Потом я поступил совершенно понятно в университет в расчете на кафедру археологии после вот этих 2 лет полевой работы. Ну и получил археологическое образование. Так Игорь Кызласов превратился в Кызласова-младшего, поскольку со временем стал не менее известным археологом, чем Кызласов-старший, который был одним из корифеев сибирской археологии, участником Великой Отечественной войны, тяжело раненым в бою, но сумевшим после войны получить высшее образование и стать ученым с мировым именем. Леонид Романович Кызласов – доктор исторических наук, заслуженный профессор МГУ, лауреат Ленинской, а также премии имени Ломоносова первой степени. Основной заслугой моего отца является то, что он на археологических и письменных материалах покончил с представлениями о Сибири как о глухом диком крае, понимаете, которым он действительно стал, но только в эпоху каторги и ссылки. Так это другая моральная обстановка. Сибирь была цветущей, прекрасной страною все предшествующие тысячелетия. И смотреть на нее как на варварский придаток, откуда можно только чего-нибудь прихватить из природных богатств, это тоже варварство. Он открыл так называемое древнехакасское, фактически открыл древнехакасское государство. А оказывается, всадники которого приезжали в Новгород. Стоит это того? Нет. Изменились представления вообще о нашем евразийском пространстве. Он открыл храмы, которых никто не подозревал, манихейские храмы, 12 храмов и святилищ с 1971 по 1982 год раскапываемые. Понимаете? И так далее. А шутка это увидеть, что Сибирь принадлежала к полю мировых религий и единобожия, начиная, по крайней мере, с 8 века.
В 1977 году Игорь Леонидович защитил кандидатскую диссертацию, основные результаты которой были опубликованы в монографии «Аскизская культура Южной Сибири X-XIV веков» в 1983 году. Памятники, названные археологической культуры, располагаются вдоль Верхнего Енисея на территории современной Хакасии. И вот на реке Аскыз, под селом Верх-Аскыз, Леонид Романович еще в 1958-1959 году раскопал серию средневековых курганов, неизвестной тогда совсем культуры. Но вот она оказалась культурой древнехакасского государства в период наибольшего его расцвета могущества, систематически видя материал, который добывают слависты, я вдруг увидел, что изделия аскызской культуры встречаются от Белоруссии, в Гродно, например, древний Новогрудок, встречаются в Новгороде на обоих берегах Волхова, в Смоленске, под Киевом. И после того, как получилась вот эта картина с русской культурой, нетрудно было сообразить, что люди двигались с востока, значит, надо идти за Волгу и смотреть древности Волжской Булгарии. И совершенно понятно, что по археологическим опубликованным таблицам такие вещи были узнаны. И таким образом обрисовался Великий Сибирский путь, который в судьбе России оказался куда как более значимый, чем известный Шелковый путь. И что интересно, это была ведь совершенно сухопутная дорога. Не путь из Варяг Греки по Днепру, который имел, конечно, огромное значение, не Волжский торговый путь, который имел огромное значение, и который неожиданно вдруг привел к обнаружению памятника древней Уфа, с такими археологическими отложениями, которые заставляют пересмотреть представление о торговых путях. Ну так вот, говоря о сибирском пути, стало понятно, что с середины XI века, так сказать, южные сибиряки, они прекрасно знали дорогу вплоть до Новгорода, до Ильмень-озера и так далее. Персидский историк XI века Абдулхай Гордизи в своем сочинении привел легенду о происхождении енисейских кыргызов, одного из этнических компонентов современных хакасов. Пытаясь объяснить европеоидную нордического типа внешность кыргызов, он рассказывает, как один предводитель саклабов, то есть славян, вынужденный покинуть родину, явился ко двору хазарского кагана, но, поссорившись с последним, он бежал в Башкирию. Хазарский каган приказал правителю башкир, являвшемуся его вассалом, убить славянина, но тот дал возможность спокойно уйти беглецу далее на восток. И вот на Енисее он якобы и основал свое царство. Признаки славянского происхождения еще заметны в наружности киргизов, именно красные волосы и белая кожа, заключает Гордизи. Рациональное зерно данного рассказа заключается в описании маршрута из Сибири в Восточную Европу. То есть получается, что Сибирь открывала для себя западные страны, а не наоборот. Об этом свидетельствуют артефакты аскизской культуры, найденные на территории некогда существовавших Волжской Болгарии и Киевской Руси. Торговля, как сначала мы думали, ну это же первое, что приходит в голову, по одной простой причине. Чего нет в Южной Сибири такого, что надо везти из Восточной Европы? Ну, может быть, если за янтарем, ну и потом оказалось, что и свой янтарь есть в Восточной Сибири, так что ближе было бы ехать. На поезде вы едете больше 4500 километров. Конечно, не именно той дорогой, но 4-5 тысяч километров поперек всех крупных рек. Поперек Иртыша, поперек там Аби, поперек там Тобола и остальных всех рек. Это была сухопутная дорога. Вообще мы к этому не очень были готовы. И мы совершенно не были готовы, что эти люди, оказывается, поселялись в Волжской Болгарии. Вот упомянутый мной Константин Александрович Руденко, в его работах были найдены жилища, в которых эти сибиряки останавливались, так сказать, и жили.
И в конце концов дело выяснилось, что это были воинские отряды, которые приходили и которых брали на службу правители Волжской Болгарии, а может быть через Волжскую Болгарию они и на Русь поступали. Во всяком случае, когда пришел Батый, то на реке Сура под Пензой современной было изучено городище, большая, довольно хорошо укрепленная крепость, 3 ряда стен. И единственная группа конницы, которая дралась на стороне обороняющей, ну, будем говорить, древней Мордвы, это были вот носители аскызской культуры, попросту говоря, древние хакасы. То есть ясно, что они принимали участие как воинский контингент, видимо, поступая на службу к местным правителям, волжско-болгарским князьям, ну, может быть, частично и в какой-то степени русским. Повторяю, что это произошло лет за 200 до Чингисхана, который, когда все смешалось в Евразии, и прошу прощения за 5 веков до Ермака Тимофеевича. Но это и показало, в частности, мне дало возможность понять, почему русские казачьи отряды так легко и быстро продвигались в Сибирь. Да потому что они шли по хорошо известному торговому пути. Если всадники с Енисея в Новгород приходили, думаете, новгородцы не расспросили их, откуда пушнинка? Или откуда серебро? А в Европе в это время серебряный кризис, даже дирхемы перестали, вы знаете, употребляться. А Сибирь, пожалуйста, является вам конь с ног до головы весь в серебряном украшении, ну и воинская портупея всякая такая же. Этнические связи башкир с предками хакасов подтверждаются не только легендой, приведенной персидским историком Гордези, но также этнографическим материалом, а именно фактом существования клана Кыргыз в родовой номенклатуре башкирского народа. Вероятно, двигаясь по сухопутному пути из Южной Сибири, какая-то группа енисейских кыргызов поселилась в Приуралье, став частью башкир. Игорь Леонидович, имевший в своей практике дело не только с курганами, но и с поселенческими памятниками, присутствовал при начале раскопок городища Уфа-2, начатых в 2006 году под руководством башкирского археолога Нияза Мажитова. С тех пор данный объект постоянно находится в фокусе его внимания. Уфа-2 – городище неповторимого, которого нет больше нигде. Не только в Башкортостане, не только в Российской Федерации, включая всю европейскую часть, но и всю Европу. 4 метра культурных отложений неслыханно для нормальных земляных городищ. Неслыханно. Если мы оставим в стороне какие-нибудь античные памятники при Черноморье, то у нас памятников так рано городской культуры возникли нет совершенно. 4 век нашей эры археологически доказан для нижних слоев городища Уфа-2. И также там лежит и 5 век, и 6 век, и 7 век, и 8 век, и 9, и вплоть практически до 14-го, правда, там уже жилой слой современный, и там материала мало. Вот. Но вы понимаете, что, значит, с 4 по 14, 1000 лет подряд, не прерываясь, в одной точке, в теперешней столице Башкортостана существовало поселение городского типа. И что же они 1000 лет с этой точки не стронулись? Потому что эта точка была исключительно значима для этих людей в течение, Бог мой знает, скольких поколений. Там же и культурные характеристики, археологическая культура, она меняется. Значит, во-первых, наличие такого города – это загадка для всей Европы и Азии. Во-вторых, там такая густая слоистость, что копать ее, как обычно, лопатой невозможно, потому что вы смешиваете несколько слоев жизненных уровней сразу. Ее надо разбирать ножами, скоблить по горизонтальной линии определенного слоя. И тогда вы будете говорить: ой, весной 7 века, вот оказывается, как выглядел этот город. Ой, осенью 8 века, вот чего. Ну, не помесячно, но дождливый сезон
и сухой сезон, вы обязательно можете взять конкретно для конкретного века. Наступит такое будущее? Наступит. Но для него надо сохранить этот город. Прекратить его копать. Первое мое пожелание, первый мой призыв абсолютно ко всем. Он дикий с точки зрения археолога вроде бы. Вот копай да копай. Его же сколько лет копают. Перестаньте копать Уфу-2. Законсервируйте раскопы. Сделайте музей-заповедник. Он же имеет этот статус. И потом, после нас, люди будут обладать методами, которые принесут, во-первых, меньшего урона, а во-вторых, это будет, ну, они же не будут с верхнего слоя все стремятся, но все-таки оставьте, пусть они сами решают. Это раз. Во-вторых, здесь можно поставить институт археологии, городище Уфа-2, и у вас будет в республике такая археологическая школа, которой нет нигде. Вы посмотрите, как развивается новгородская археология. Древнерусскую я имею в виду, вы понимаете. Новгород уникальный город в чем? Не только в том, что он исторически значим, вот, а в том, что его отложения, благодаря влажности почв, мощению, культурные люди жили и делали деревянные себе тротуары, деревянные мостовые. Но они приходили в негодность через несколько лет. Там уже давно известно археологам, через сколько лет кладется новое. А дальше дендрохронология, когда спилили это бревно, когда вот это до года. Так вот это городище, оно подобно Новгороду в этом отношении по слоистости, но это земляные слои, не деревянные. Это неслыханно. Археологическая наука никогда не сталкивалась с этой задачей. Таких памятников не было. И чуть мы просмотрим, и не будет больше никогда. Города на территории Башкирии отмечал еще арабский географ XII века Идриси. Однако, какой из них соответствовал населенному пункту, стоявшему на месте Уфы, сказать трудно. Персидский историк XIV века Хамдуллах Казвини в своем географическом трактате «Услада сердец» упоминает город Башкурт. Его современники, автор каталонского атласа Авраам Крескес, а также братья Пицигани из Генуи, также изображают на своих картах пунсон города Паскирти, расположенный на берегу реки, напоминающий по очертаниям Агидель, то есть белую. Когда и по какой причине этот городской центр пришел в запустение, неизвестно. Но башкиры еще в XVIII веке рассказывали русскому историку Петру Рычкову о том, что на том самом месте, где ныне город Уфа, был великий город, который простирался вверх по реке Белой до устья реки Уфы и до Уфинских, то есть при реке находящихся гор, так что жительство его распространялось по длине верст 10. Мы не знаем, как назывался тот город, который 1000 лет стоял. Также говорить о том, когда возраст Уфы, Уфа – это русская крепость. И затем последующий город. А это другой город. Да, на европейских картах именно он, я не сомневаюсь, называется Башкорт. Почему он этнонимом называется? Да потому что арабская традиция вообще называла города по этнониму. Там Паскирти, или как угодно европейцы передавали это странное для них словосочетание, но это арабская традиция. То есть он не выходит за пределы географической номенклатуры той культуры и той эпохи. Стало быть, появляется довольно твердая возможность. Да, в каком-то этапе его называли Башкорт. А в IV веке как? Мы не знаем. Вопрос, если ставить спокойно и, так сказать, обоснованно, то у нас есть юбилей Уфы и огромная традиция градостроительства в этой точке. То есть к юбилею Уфы мы можем сделать секцию формирования городских памятников предшествующего времени как угодно. Но говорить, что Уфа возникла в IV веке, ну, извините меня, это журналистский подход к делу. И вот вы понимаете сами, что когда у вас есть преемственность развития административных, торговых центров, ну, посмотрите, какой там материал прекрасный –
я же говорю, то это совсем другая картина. И 7 городищ, которые здесь в Уфе еще существуют, не знаю, все ли они относятся к этой эпохе, но несколько определенно относятся, становятся городской округой. А городская округа требует уже другого изучения. Наконец, город это или не город? Значит, когда Нияз Абдулхакович Маджитов, спасая его от строительного уничтожения, начал копать зимой, вы, наверное, помните, то первое, что они вскрыли, топя землю, копая внутри палаток и так далее, в короткие зимние дни, это была золотая мастерская. Вон имитация этого золота в полпальца моего толщиной, прутья, вы их много раз видели, я думаю. Но когда у вас прямо под травой начинается с ювелирной мастерской, где заготовки золота лежат, в каком сейфе они лежали? Это обработка золота напильничком. Человек потом собирает эту пыль золотую на газетке полученную и аккуратно ссыпает и использует второй раз. Это деревенская работа, а там же ведь и бронзолитейная, и железная, черная металлургия. Ну, я уж не говорю про костерезные, про гончарные и все. То есть там весь комплекс включает самые изысканные ремесленные, ювелирные дела. Весь комплекс. Это городская черта. Дальше. А куда мы денем улицы с перекрестками, мощенные деревом? Так о чем говорит перекресток? Он говорит о правильной планировке жилого пространства в этом поселенческом пункте. Хотите квартальную? Посмотрите, не квартальная ли, но у вас есть уличная планировка, у вас есть расположение жилищ, они раскопаны, между прочим, они почти стандартного размера, 4,5 метра по одной стороне обязательно. Возьмите их кубатуру, и вы получите квартиру, которая, может быть, окажется не хуже хрущевки, так называемой. А это система, потому что они одинаковы, а это значит стандарт застройки жилых участков. А вы возьмите фортификацию, а там глинобитная стена. А где рядом какие крепости? Все деревянные и Манкала. Так что, дубов-то что? Не было в эпоху той городища. Да их еще больше, может, было. Но люди специально делали глинобитную стену. Она не горит. Вы ее не пропрете никаким тараном и так далее, и так далее. Но вы посмотрите на технику этого строительства. Приглашали они знатоков-фортификаторов или сами научились? Где тогда они научились? Это уже огромнейшая проблема. А у вас стена-то зигзагом идет. Она башен не требует. Где у нас система фортификации безбашенная? Потому что треугольник, ну вы знаете, зигзаг дает возможность перекрестного обстрела внутрь треугольника без всяких башен. Итак, у нас с вами профессиональная фортификационная культура. У нас с вами профессиональная городская планировка и решение жилищного вопроса, что называется. У нас с вами огромное количество разных мастерских и прочее. И, наконец, вы понимаете, что Уфимская крепость в этом 17 веке не могла встать на пустом месте, потому что, извините меня, русская власть, она воспринимала страну для того, чтобы ее осваивать. И прежде всего занимала старые административные центры. Тобольск, то есть Кашлык там и, собственно, Сибирь только это называлось. Томск, где князь Стоян вышел навстречу и платил в это время дань кыргызам. Красноярск, куда сдавали дань, и потом была дипломатическая тяжба. Уберите этот город с алтынханами. Это мы там всегда дань брали. Понимаете? И вся ранняя система, поскольку я Сибирью занимаюсь, то тут я не могу сказать о Башкортостане, но Сибирь, первое раннее административное деление
русское деление государственное, официальное, оно полностью повторяло административное деление того самого, которое вы говорите, кыргызского каганата. А пойду дальше, кыргызская система сбора дани повторяла ранний железный век, динлинов, так называемых, тагарская культура. Есть свидетельства, археологические, конечно, в эту позже. Понимаете? То есть своя традиция административного деления, вернее так, местная система, она может не своя по происхождению, тут надо осторожней, да? Местная система административного деления от раннего железного века через все средневековье сибирское существует и воспринимается закономерно русской ранней системой. Потом, да, потом делились на губернии, там уже пошло другое. Но вы понимаете, что система освоения любой новой территории – это государственная мысль, а не авантюрные поступки там большой группы мужиков. Мы с вами уже говорили, что потому так быстро казачество продвинулось в Сибирь и безболезненно, что они шли старым торговым путем. И все им по дороге помогали. И этот путь мы не знаем. Мы много в уши себе фактов заложили про шелковый путь, а у нас Россия встала на другой дороге, на Великом Сибирском пути. А мы, кто этим занимается? Никто. И так далее. И вот Уфа-2, какое ее значение? Вернемся к этому памятнику. И что еще надо обязательно сказать? Ведь кроме этих самых собственных драгоценных, умения работать с драгоценным металлом, а это значит, что вы работаете в экономически очень освоенном районе. То есть это, в конце концов, торговый путь здесь. А мы что, Днепровский, Волжский, а мы знаем путь, который шел по Белой? И 1000 лет держал в одной точке населения? Да мы мало что знаем про Восточную Европу, ай-яй-яй. Ну и что тут удивительного? Ничего удивительного. В археологии главная интрига, сквозь землю не видать. Таким образом, археологические памятники Уфы хранят еще множество тайн. Но уже сегодня ясно, что открытия последних лет в корне меняют прежние представления о прошлом Башкирии.